Вот здесь количество, то, что осталось от пчелиной семьи. Мертвые пчелы и десятки опустевших ульев. Вот с чем Дмитрий Журавлев встречает самый разгар лета. Первые пчелы начали умирать во время цветения гречихи. Первый зафиксировал падеж я лично 2 июля. Все больше и больше, за ночь уже засыпалось много, но потом он пошел на спад. А потом с 6 на 7 увеличился. 15 лет труда положил для того, чтобы развести 30 пасек пчел, пчел семей. И в итоге что? В итоге разоренные пасеки и минимум 5 пчеловодов-банкротов, по их словам, вынуждены выбрасывать весь урожай меда, потому что он отравлен. Если даже в меде будет хоть капля яда, и он будет признан в ветлаборатории непригодный к еде или там к чему-то, наша совесть не позволит для того, чтобы продать его или кому-то отдать его. Посмотрим, что за название. Называется галлон. Эта обработка проводится на рапсе. Соседние поля опрыскивали каким-то веществом, говорят пчеловоды. Видимо, боролись с сорняком. Расстояние отлично от наших 2 пасек, всего 1,5 километра. Но везде в инструкциях написано от 3 до 5 километров они не должны производить обработку. Опрыскивали рапс, но задели и гречиху. Вот на эти белые цветки пчелы и слетаются за нектаром. И обработка гербицидами пришлась как раз на самое медоносное время. Культура начала цвести, а пчелы травиться ядом. После экспресс-анализа районные ветеринары подтверждают диагноз отравление. Обычно так ведет себя пчела при отравлении именно химикатами, которые применяются в сельском хозяйстве. Безобразное роение, безобразный лед, то есть неконтролируемый. Это как свидетельство токсического действия. Запах прям химикатами. Пока мы готовили материал к эфиру, владельцы пасек прислали кадры, снятые на камеру мобильного телефона. На полях свежие следы техники. Пчеловоды уверены, этой ночью снова была обработка. Вся техника, считают пасечники, работает на местное КФХ. Чем они обрабатывают поля, соблюдают ли технологии обработки и знают ли, что страдают соседи? С этими вопросами мы хотели обратиться к главе хозяйства, однако он так и не вышел с нами на связь. Абонент временно недоступен. После мы написали ему СМС-сообщение, осталось без ответа. Сегодня мы обратились к его сотрудникам. Он КФХ ведет, но у него нет головного офиса. Я просто веду у него Я работаю в другой организации, но бухгалтерию я у него веду. Сегодня на поля выехали инспекторы Татарстанского Россельхознадзора, чтобы взять пробы почвы. Их обследуют на наличие химикатов. Исследование будет продолжаться минимум где-то 2-3 недели, в зависимости от сложности. И мы пока будем ждать, когда будут готовы результаты лабораторных исследований. С готовым вердиктом пчеловоды собираются идти в прокуратуру. Предварительно они оценили ущерб в несколько сотен тысяч рублей. А мы рассчитываем, что удастся связаться с главой КФХ и услышать его позицию по этому вопросу. Тогда мы вернемся к этой теме. Рамиль Шайдуллин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Алексеевский район.